давайте называть вещи своими именами. Республика Татарстан – это один из тех субъектов федерации, которые генерируют новые идеи. Это очень большая работа, которая на самом деле сближает Россию с исламским миром. Мы и дальше будем активно сотрудничать. Мы должны способствовать взаимопониманию. Мы должны своей политикой быть понятыми, принятыми в исламском мире. Это красавица Москва-река. Длина главной водной артерии российской столицы 500 километров. Начинается она с маленького ручейка. Москва-река впадает в Оку и затем в нашу реку Волга, вместе в Каспийское море. Но общее не только у рек, на которых стоят две наши родные столицы – Москва и Казань. В Москве часто происходят мероприятия, связанные с Татарстаном. В федеральной столице у республики много друзей и единомышленников. И потому события, которые происходят на расстоянии 800 километров от Татарстана, касающиеся татарстанцев, важны и всегда находятся в объективах фото- и видеокамер. Многие из них носят международный характер. Я сейчас нахожусь в особом месте. В прошлом это особняк известного российского промышленника и мецената Саввы Морозова. Известно это место далеко за пределами не только Москвы, но и страны. И сейчас в особняке Морозова кипит жизнь. Интересные встречи, переговоры, презентации. Официально особняк Морозова – это дом приемов Министерства иностранных дел России. В 1995 году здесь произошел пожар. Внутреннее убранство особняка кропотливо, тщательно восстанавливали по сохранившимся чертежам. И, как мы видим, это в полной мере удалось. Здесь по-прежнему красиво, очень живописно. Современная история особняка Морозова связана с историей Татарстана. Именно здесь, буквально год назад, прошла презентация работы группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Гостями презентации стали послы мусульманских государств. Это событие, которое вносится в международный календарь, действительно серьезное. Собрать в одном месте представителей всех исламских государств – дело непростое. Обсуждение работы группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» как раз и стал тем весомым поводом, чтобы встретиться всем вместе. Послы мусульманских стран, представители религиозных организаций, руководители мусульманских регионов России – сейчас группа стратегического видения является тем инструментом взаимодействия, с помощью которого Россия простраивает отношения с мусульманскими государствами. И главное в общем деле – это использование принципа мирного ислама. Члены группы сообща налаживают взаимоотношения между странами, чтобы противостоять угрозе мирового терроризма. Сейчас у группы стратегического видения есть консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН. Члены группы – это представители интеллектуальной элиты исламских стран. Оценивая выстроенные связи и само взаимодействие, Рустам Минниханов в эксклюзивном интервью для нашей программы «Татарстан Тудей» подчеркивает, что в задачах у стратегической группы наладить стратегическую дружбу. Рустам Нургалевич, в год столетия ТАССР, конечно, хочется поговорить о том, насколько эффективно работает группа стратегического видения «Россия. Исламский мир», которую вы возглавляете. Вы как председатель группы, как оцениваете результаты ее работы? Ну, я должен начать с того, что наш президент Владимир Путин, он уделяет огромное внимание тому, что Российская Федерация, а в России более 20 миллионов мусульман, она имела хорошие контакты с исламским миром. И в рамках этой задачи нашего президента, в 2005 году наша страна стала наблюдателем Организации исламского сотрудничества, а в части такой организации работы была создана стратегическая группа «Россия. Исламский мир», которая возглавлял Евгений Примаков и Метин Шариф Шаймиев. Но со временем эту задачу президент страны поручил мне, и мы в этой программе
тоже активно работаем под руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации, лично министр, заместитель министра, ну и все, кто задействован, активно решают те вопросы, которые нужны. Ну и самое главное, это 27 стран, которые представлены в нашей группе. Это 33 очень авторитетных, или это духовный лидер, это или экс-министр, или экс-премьер-министр. То есть форма участия очень такая, очень представительная. Ну и мы проводим заседания. Вот, ну, конечно, последнее заседание, оно было договорено провести в Саудовской Аравии, но в связи с тем, что так получилось с коронавирусом, пока это дело у нас не свершилось, но мы провели заседание в Москве, Казани, в Грозном, Махачкале, в Уфе. И я считаю, что это очень большая работа, которая на самом деле сближает Россию с исламским миром. Мы и дальше будем активно сотрудничать по всем вопросам. По всем вопросам, которые содействуют дальнейшему сближению России с исламским миром. 1 миллиард 700 миллионов, именно столько сейчас проживает в мире мусульман, в России 20 миллионов. База этих взаимоотношений строится на схожести взглядов. По мнению Рустама Минниханова, председателя группы, она стала той площадкой инициатив, которая позволяет говорить о российском опыте, о татарстанском опыте и о мировом в целом по развитию межнациональных и межконфессиональных отношений. Это серьезный вклад в общечеловеческую копилку гуманного взаимодействия. В рамках группы стратегического видения проходят форумы, в частности для журналистов, которые освещают исламскую тематику. Не хотите расширить перечень? Я думаю, что у нас комплекс мероприятий, молодые дипломаты, там, представители ОИС молодые. То есть много разных форумов, которые мы проводим совместно с Министерством иностранных дел, потому что эта работа требует некого специального направления, и здесь поддержка Министерства иностранных дел очень большая. Поэтому в рамках той задачи, которая поставлена главой государства, и то, что Министерство иностранных дел координирует эту работу, мы в этом процессе. И мы тоже чувствуем, что это позволяет нам раскрыть новые рынки, новые возможности, в том числе и для нашего региона. Новые возможности, о которых говорит Рустам Минниханов, детально обсуждались не так давно в Уфе. Сейчас особое внимание для взаимодействия исламских государств будет уделяться исламскому банкингу, производству халяль-продукции, привлечению бизнес-партнеров из стран Востока и увеличение экспорта российской продукции в мусульманские государства будет способствовать росту экономики и пополнению бюджетов за счет налогов и сборов. Таков план экономического взаимодействия исламских стран. К тому же россияне готовы делиться своими технологиями и участвовать в подготовке национальных кадров в наукоемких областях, в частности, в вопросах атомного строения, космонавтики, IT-сфере и других направлениях. Московская соборная мечеть стала символом для российских мусульман задолго до того, как была начата и завершена реконструкция и само строительство. А для всего исламского мира она стала знаком того, что Россия настроена на взаимодействие. История реконструкции и строительства новой соборной мечети в столице страны непростая. На проспекте Мира Москвы она была исторически. Построенная в прошлом веке на деньги купца Салиха Ерзина, простояла, можно сказать, до наших дней. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Такая же молитва звучала и тогда, когда начиналось строительство новой мечети в Выползовом переулке столицы, непосредственно рядом с исторической Московской соборной мечетью.
На глазах тысячи москвичей, и на наших в том числе, на месте котлована начинал возводиться новый дом Аллаха. Теперь это комплекс Московской соборной мечети, где рядом и восстановленное столетнее здание, и новая масштабная постройка. По мнению специалистов, внешний вид мечети соответствует архитектуре и зодчеству Москвы. Минареты напоминают одновременно и Казанскую башню Сюмбике, и Московский Кремль. Купола покрыты сусальным золотом. Общая площадь мечети 19 тысяч квадратных метров. Есть 15 отдельных входов, в том числе для женщин. Есть лифты, конференц-зал, галереи. В целом, внутреннее убранство мечети соответствует традиционным исламским орнаментам, принятым в России. Сюда везут всех гостей. Результат сложной филигранной реконструкции и строительства, длившихся 18 лет, которым чинила препятствия протекающая под землей река Неглинка и метро, теперь радует глаз мусульманам России. Но и не только России. Все зарубежные гости из исламских государств тут всегда с визитом. Очень хорошая работа, качественная, от души. Вот это, так скажем, гордость всех мусульман, которые проживают на территории Российской Федерации и даже за пределом. Я думаю, что руководство разных регионов России, которые сегодня не понимают, что нужны строить мечети. Это не террористический дом, а это дом Всевышнего, который объединяет. Это бесплатный институт для того, чтобы правильно воспитать подрастающее поколение, что они примут правильное решение и нам разрешат строить там в таких городах, как Воронеж, Краснодар, Ставрополь и в Москве строить мечети. Мы ничего не просим, сами готовы выкупать земли, сами готовы строить мечети и сами финансировать все, что входит туда. И это необходимость для мусульман, которые проживают на территории Российской Федерации, а в частности в Москве. Активно помогали в возведении Московской соборной мечети татарстанцы. Рустам Миниханов руководил строительным штабом. Марат Хуснуллин, на тот момент заместитель мэра Москвы по градостроительной политике, курировал стройку. Муфтий шейх Равиль Гайнудин буквально жил этой темой. Инициатор проекта, его вдохновитель, он использовал каждую возможность, чтобы строительство было завершено, и у мусульман Москвы появилась такая изящная и в то же время величественная мечеть. Самый главный юбилей – это 115-летие нашей Московской соборной мечети и 25-летие со дня официальной регистрации Духовного управления мусульман Российской Федерации. Это для нас огромное событие. Председатель Совета муфтиев России уверен, что открытие в Москве новой, красивейшей мечети – сигнал для всех исламских государств о том, что у России с исламским миром единство взглядов и ценностей. Мы должны способствовать взаимопониманию. Мы должны своей политикой быть понятыми, принятыми в исламском мире. И эта политика, которая ведется президентом, Россией, нами, они должны быть уважаемы в арабском исламском мире. И тогда, когда есть уважение, доверие к нашей стране, к политике нашего президента и государства, то тогда задача будет ясна и всем остальным. Здесь мы сближаем Россию с исламским миром. Во имя мира, во имя глобальной политики по сохранению национальных традиций всех народов, а не только по распространению одного вектора политики, которая идет, к сожалению, во вред тех арабских мусульманских стран. Как было заявлено в начале 2000-х, бывшим президентом Соединенных Штатов Америки, мы будем распространять наши ценности и нашу демократию в арабский мир под названием «Восточный фактор». Это не было принято арабским исламским миром. А то, что Россия продвигает, это принимается. И вот в этом огромная заслуга, я считаю, всех нас.
5 лет назад состоялась торжественная церемония открытия Московской соборной мечети. И в тот же 2015 год в Москве произошло еще одно важнейшее для правоверных мусульман событие. Из мечети «Сердце Чечни» специальным рейсом в столицу была доставлена бесценная реликвия – волос пророка. Это дар от Чеченской республики московским мусульманам. Это событие снимали десятки федеральных и международных телекамер, в том числе и наши телекамеры. Реликвию торжественно внесли в мечеть и установили у михраба. Рамзан Кадыров, по чьей инициативе был сделан в Московской соборной мечети этот уникальный подарок, заявил, что теперь волос пророка будет вечно храниться в российской столице. Все это, уверены религиозные деятели, звенья одной цепи под названием «Миролюбивый традиционный ислам». Муфтий шейх стоял у истоков создания в нашей стране общественного объединения «Россия. Исламский мир» вместе с Ментимиром Шаймиевым и Евгением Примаковым. Кстати, Евгению Максимовичу не так давно в Москве был установлен памятник. Равиль Гайнуддин с особой теплотой вспоминает и говорит о своих соратниках. Россия многонациональная, многорелигиозная, и она должна иметь обязательно добрые отношения, так как арабский мир есть очень богатый арабский мир, которые могут прийти в Россию с инвестициями, которые могут предложить России прийти к ним со своими инвестициями и развивать там бизнес и получать огромные деньги во благо России. Есть еще беднейшие страны исламского мира, и о них нам нужно заботиться. О том, что взаимное доверие во внешней политике – настоящая золотая монета, говорят в Министерстве иностранных дел России. Без умения слушать, без умения договариваться, слышать друг друга не получится конструктивного сотрудничества. А оно России с исламским миром очень важно. Впрочем, как подчеркивают на Смоленской площади, важно оно и для другой стороны. В 2000-х годах была создана группа стратегического видения «Россия. Исламский мир». Сейчас ее возглавляет Рустам Минниханов. Как вы считаете, какие цели стоят перед группой сейчас и насколько эффективно она функционирует? Наше министерство самым активным образом сотрудничает с Татарстаном в обеспечении эффективной, ритмичной работы группы стратегического видения России «Исламский мир». Она начиналась, создавалась еще при Евгении Максимовиче Примакове в качестве такого интеллектуального клуба, где политологи, эксперты с участием представителей властей соответствующих стран будут рассматривать пути стратегического развития мира под углом зрения отношений между Россией и мусульманами. И с тех пор эта группа превратилась в очень авторитетный форум. Состоялось 5 встреч, в том числе в последние годы встречи эти проходят в Казани. И президент Татарстана является сейчас, несменяемым, я бы сказал, руководителем этой группы с российской стороны. Кроме того, параллельно с такими стратегическими политическими дискуссиями создано, успешно функционирует Казань-саммит. Это экономическое измерение группы стратегического видения, экономическое измерение наших отношений с Организацией исламского сотрудничества. Ну и не забываем о гуманитарном треке. Айтматовские чтения – это уже устоявшийся формат общения интеллектуалов, ученых, писателей, гуманитариев в самом широком смысле этого слова, который также является своего рода филиалом группы стратегического видения. Так что это очень полезный формат, который мы всячески развиваем, и о его значении для нашей, скажем, внешней политики говорит хотя бы тот факт, что очередной 6-й саммит Россия
«Исламский мир», группа стратегического видения, вызвалась провести у себя в Саудовской Аравии. Так что, я думаю, это очень перспективное начинание, которое уже стало неотъемлемым элементом нашей повестки дня в отношении с исламским миром. Верхняя палата Российского парламента, Совет Федерации, палата, представляющая интересы регионов страны. Здесь, на Большой Дмитровке, в самом центре Москвы, регулярно проходят мероприятия, в которых Татарстан активно задействован. В прошлом году в Совете Федерации прошла презентация потенциала республики. И вообще, без преувеличения можно сказать, что в Совете Федерации с интересом наблюдают за развитием региона, присматриваются, советуются, какие еще нужно законодательные акты принять, чтобы поступательное движение вперед не останавливалось. Сегодня мой собеседник, известный эксперт-международник, дипломат, сенатор, государственник Константин Косачев. Константин Иосифович, все эти годы, как вы знаете, Татарстан активно простраивает взаимоотношения с внешним миром, с регионами, с другими странами. На ваш взгляд, насколько вот это взаимодействие результативно? Я, как профессиональный международник, разумеется, очень внимательно слежу за внешней активностью, международными связями субъектов Федерации и могу сравнивать. И без всякой лести, и без увязки с юбилейными датами с удовольствием констатирую, что Республика Татарстан, безусловно, лидер. Один из лидеров, не будем обижать и другие регионы, которые активно работают на внешнем треке, но без всякого преувеличения один из безусловных лидеров. Во-первых, потому что, на мой взгляд, руководство республики абсолютно правильно понимает, что источники развития региона, решение тех проблем, которых ожидают жители республики, связано как с задействованием собственного потенциала, так и вовлечением в реализацию этого потенциала внешних факторов, будь то внутрироссийских, но не в меньшей степени и международных. Ну и, во-вторых, потому что, безусловно, Татарстан заслуживает такого внешнего внимания, и то, что мы называем человеческим потенциалом, квалификация людей, которые живут и работают в республике, научный потенциал, ориентация на передовые технологии, разумеется, те ресурсы, которые достались республике волею судеб. Все это делает потенциал республики, инвестиционный, промышленный, сельскохозяйственный, безусловно, очень и очень привлекательными. И республика правильно расставляет акценты, правильно использует эти возможности, ну и в силу этого демонстрируют те прекрасные показатели своего развития, которыми можно только гордиться. Но сейчас в целом по России и в Совете Федерации, и в целом по России есть тенденция к использованию региональных практик из любых сфер, в том числе законодательная сфера, естественно. Вот здесь какую роль вы отводите Татарстану, как, скажем, не генератору идей, может быть, но хотя бы как вот мотиватору с полезными практиками? Вот давайте называть вещи своими именами. Республика Татарстан – это один из тех субъектов Федерации, которые генерируют новые идеи, которые задают, если хотите, темп движения вперед, очень часто принимая на себя и смелость, и бремя, в том числе рискованных решений, еще не опробированных, но которые где-то и кто-то должен опробовать, что называется, на себе, на своих системах управления. И Татарстан этим совершенно точно отличается в лучшую сторону, скажем так, от среднероссийского, от среднестатистического. Мне очень импонирует то, что здесь многие решения опережают не только российские, но даже и мировые практики, и в том, что касается формирования регионального законодательства, и в том, что касается предложения идей уже на уровень федеральный. Константин Иосифович, как вы знаете, этот год юбилейный для Татарстана, 100 лет со дня основания ТАССР, тогда еще в составе молодого РСФСР. Что бы вы пожелали нашему многонациональному народу к юбилею? Столетие – это, конечно, очень солидная цифра. И понятно, что на протяжении этого периода были разные испытания, достижения, отступления назад. Но то, как народы Татарстана прошли эти испытания, прошли эти 100 лет, то, как народы Татарстана создали Татарстан, Республику Татарстан в его нынешнем виде, достойно всемирного уважения. И я хотел бы в вашем лице, в лице всех, кто нас сейчас видит и слушает, искренне поздравить республику, всех ее жителей с такими замечательными результатами и последнего столетия, и многих веков до того,
И единственное, что пожелать, это не терять уверенности в своих силах, а для этого нет никаких оснований. Смело смотреть в будущее, понимать, что вы на правильном пути. С праздником, дорогие мои соседи, дорогие наши россияне в лице жителей Республики Татарстан.